Здравствуйте, ребята! Я, Каминарец Нина Демьяновна, приветствую вас на уроке русского языка. Сегодня мы продолжим знакомство с эмоционально окрашенной лексикой. Тема урока – фразеологизмы. И сегодня на уроке мы ответим на следующие вопросы. Как появляются фразеологизмы и какую роль они играют в нашей речи? Чем отличаются фразеологизмы от обычных словосочетаний? Почему говорят, фразеологизмы – это зеркало культуры и истории народа? Итак, не будем бить баклуши. Все засучите рукава и навострите уши. И попробуйте догадаться, о ком идет речь. Я знаю их, как свои 5 пальцев. Иногда они трещат, как сороки, а бывает, что молчат, как рыбы. У них горят глаза и голова на плечах. Но иногда в ней гуляет ветер. У них золотые руки, золотое сердце, и они не держат камень за пазухой. Они любят заговаривать зубы, а иногда они их скалят. Они все мотают на ус, у них ушки на макушке. Но бывает, что некоторые считают ворон и витают в облаках. Когда надо, они за словом в карман не лезут. Они умеют держать слово. Иногда они играют у меня на нервах, поэтому я стараюсь держать их в ежовых рукавицах. Но все равно я люблю их всем сердцем. Вы догадались, о ком идет речь? Конечно, о вас, ребята. Все ли сочетания слов вам были понятны? Что же это за слова, знакомые и в то же время не совсем понятные? Живут-поживают слова. Ими мы пользуемся по отдельности или в виде сочетаний. Но в какой-то момент они сливаются в неделимые обороты и приобретают совершенно другой смысл. Обратимся к нашему учебнику. Упражнение 92. Сравните предложения. Распределите их в 2 колонки. Какие сочетания слов являются устойчивыми, неделимыми оборотами речи, а какие по смыслу делятся на отдельные слова? Проверим, как вы справились с заданием. Левая колонка – предложения, в которых выделенные сочетания слов делятся на отдельные слова. Сюда мы отнесем следующее предложение. Разграфите лист сначала вдоль, а затем поперек. Я не нашел себе места в зале и стал в проходе. В 2 словах он допустил ошибку. Врач назначил больному прием лекарства через час по чайной ложке. В правую колонку мы отнесем предложения, в которых выделенные слова являются устойчивыми сочетаниями. Путешественники изъездили вдоль и поперек всю Нарынскую область. Отец не находил себе места от волнения. Она изложила свою просьбу в 2 словах. Он выполнял работу медленно, в час по чайной ложке. Итак, сочетание слов в предложениях из правой колонки нельзя разделить на отдельные слова. Они называются фразеологизмами от слова «фраза» – выражение. Фразеологизмы или идиомы – это устойчивые сочетания слов, равные по значению либо одному слову, либо целому предложению. Например, душа в пятки уходит, становится страшно. Фразеологизмы изучает наука фразеология. Слово дня –
Фразеология. Фразеология – раздел лингвистики, изучающий фразеологический состав языка в его современном состоянии и историческом развитии. Фразеология – это также совокупность фразеологизмов данного языка, то же, что и фразеологический состав. Слово пришло к нам из греческого языка. Значение фразеологизмов разъясняется во фразеологических словарях русского языка. Наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых словарях. Фразеологизмы в толковых словарях обозначаются значком ромбик. Фразеологизмы трудно перевести на другой язык. Например, как вы переведете иностранцу выражение «крокодиловые слезы», «плясать под чужую дудку», «перемывать кости», «как с гуся вода». И в то же время мы, носители русского языка, сразу поймем, о чем идет речь. Крокодиловые слезы – слезы, которым нельзя верить, неискреннее выражение эмоций. Плясать под чужую дудку – действовать не по собственной воле. Перемывать кости – обсуждать, сплетничать. Как с гуся вода – нипочем. Такие выражения нельзя искажать, добавляя или убирая отдельные слова. Фразеологизм потеряет свою уникальность. А с какой целью используются фразеологизмы в речи? Сравните два текста. Вчера мы были в цирке. Публика внимательно смотрела на арену, когда выступали акробаты. Сосредоточенно она наблюдала за выступлением львов. Когда же появились клоуны, то все засмеялись. После спектакля зрители искренне хлопали артистам. Вчера мы были в цирке. Публика не сводила глаз с арены, когда выступали акробаты. Затаив дыхание, она наблюдала за выступлением львов. Когда же появились клоуны, то все покатились со смеху. После спектакля зрители от всей души хлопали артистам. Отметим фразеологизмы. Второй текст, благодаря фразеологизмам, более точно передает впечатление публики, атмосферу, царившую в цирке. Мы понимаем, что выступление действительно было интересным и понравилось зрителям, потому что они не скрывали своих эмоций. Мы убедились, что фразеологизмы позволяют выразить эмоции, впечатления и отношения гораздо более емко, точно, ясно и эмоционально. Мы помним, что они относятся к эмоционально окрашенной лексике. Фразеологизмы легко распознать в тексте. Эти выражения имеют свои отличительные черты. В них два и более слова. Они имеют устойчивый состав. Употребляются в переносном значении. Являются единым членом предложения. Внимание, ребята! Выполняя синтаксический разбор, мы подчеркиваем весь фразеологизм как единый член предложения. Разберем предложение. Соловей вспорхнул и полетел за 3-9 земель. Соловей – подлежащее. Вспорхнул и полетел – однородные сказуемые. Полетел куда? Как далеко? За 3-9 земель. Обстоятельства. Его можно заменить нейтрально окрашенным словом «далеко». Фразеологизм не делится на части. Определите, каким членом предложения является фразеологизм в следующих предложениях. Проверяем.
Сегодня больной пришел в себя. Фразеологизм «пришел в себя» является сказуемым. Учитель попросила ребят не сидеть сложа руки. Фразеологизм «не сидеть сложа руки» является дополнением. Учитель попросила о чем? Не сидеть сложа руки. Ложь эта до глубины души возмутила меня. Ложь возмутила как? Каким образом? До глубины души. Фразеологизм до глубины души является обстоятельством. Айбек, сломя голову, бежал по улице. Айбек бежал как? Сломя голову. Фразеологизм «сломя голову» является обстоятельством. Использование в речи фразеологизмов способствует развитию чувства языка, расширяет знания о языке, обогащает речь, делает ее образной, эмоциональной. Откуда же в русском языке появились фразеологизмы? Собственно, русские фразеологизмы связаны с историей народа. Многие из фразеологических оборотов вошли в повседневную речь из устного народного творчества или связаны с обычаями славян и их верованиями. Например, у черта на куличках, собаку съел, бить баклуши. Многие из часто употребляемых фразеологических оборотов вошли в обиход из профессиональной речи ремесленников. Топорная работа, тянуть канитель, тянуть лямку. Очень много фразеологизмов появились в языке благодаря наблюдениям людей за повадками и характером животных. Давайте вспомним, какие животные живут во фразеологизмах. Какие же животные живут во фразеологизмах? Пишет как курица лапой. Труслив как заяц. Комар носа не подточит. Колючий как еж. Надут как индюк. Голоден как волк. На сердце кошки скребут. Здоров как бык. Хитер как лиса. Нем как рыба. Скользкий как уж. Болтлив как сорока. У каждого фразеологизма своя история, а узнать ее поможет фразеологический словарь. Я советую вам, ребята, заглядывать туда почаще. Познакомимся с происхождением некоторых фразеологизмов. Что значит выражение «дойти до ручки»? В Древней Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим, либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили «дошел до ручки». И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик. Что означает выражение «остаться с носом»? Об этом вы можете узнать из упражнения 96. Поработайте с ним в свободное время. Я уверена, вы многому удивитесь. Как появляются фразеологизмы?
Как они отражают культуру и историю народа? Ответ на этот вопрос очень хорошо проиллюстрирован в стихотворении «Как работает слово». Отметьте в нем фразеологизмы. Правильно ли вы понимали их значение? Бывает частенько, что слово одно, но очень по-разному служит оно. Примеры тут можно найти без труда. Возьмем хоть короткое слово «вода». Вот был я мальчишкой, до детства прошло, с тех пор уж немало воды утекло. А смело мы вправе сказать наперед, такой сквозь огонь и сквозь воду пройдет. А гуси и утки сухие всегда. Заметили люди, как с гуся вода. Случилось с тобою, ты правил не знал, молчал при опросе, воды в рот набрал. Лентяй отдыхает, а время идет. Под камень лежачий вода не течет. На уроках, изучая лексику русского языка, мы познакомились с такими понятиями, как синонимы и антонимы. Как и слово, фразеологизм тоже может иметь синонимы и антонимы. Подберите синонимы к следующим фразеологизмам. Они выражают одно общее понятие. Итак, проверим задание. Бить баклуши. Считать ворон. Сломя голову. Только пятки засверкали. В 2 шагах. Рукой подать. Пускать пыль в глаза. Морочить голову. Как ветром сдуло, не успел глазом моргнуть. Заткнуть за пояс. Утереть нос. Следующее задание. Подберите антонимы к фразеологизмам. Проверяем задание. Кот наплакал. Куры не клюют. Душа в душу, как кошка с собакой. Спустя рукава, не покладая рук. За словом в карман не лезет. Воды в рот набрал. По пальцам пересчитать. Хоть пруд пруди. Держать язык за зубами. Точить лясы. Следующее задание. Замените выделенные слова фразеологизмами. Проверяем задание. Максат упал духом, так как задача никак не решалась. На уроке Бегемай пропускала мимо ушей объяснение новой темы. Максим и Руслан беседовали с глазу на глаз. В холодильнике было хоть шаром покати. А сейчас наша постоянная рубрика «Лингвистическая игротека». Какой фразеологизм зашифрован в иллюстрации? Не разлей вода или водой не разольешь. Тянуть кота за хвост. Витать в облаках.
Сесть на шею. Следующее задание. Продолжите фразеологизм. Без задних ног. На все руки мастер. Вывести на чистую воду. Смотреть правде в лицо. Держать язык за зубами. Делать из мухи слона. Как корова языком слезала. Ждать у моря погоды. Куда глаза глядят. Бросать слова на ветер. Брать себя в руки. А сейчас минутка для шутки. В каком фразеологизме упоминается таблица умножения? Знать, как дважды два. Может ли вопрос заболеть? Да, во фразеологизме больной вопрос. Говорят, искать по горячим следам. А может ли след быть холодным? Да, во фразеологизме и след простыл. Может ли горе быть в жидком состоянии? Да, во фразеологизме хлебнуть горя. Какое блюдо бывает в голове у некоторых людей? Каша. Может ли правда иметь неприятный вкус? Да, горькая правда. Какого цвета бывает тоска? Зеленого. Тоска зеленая. А теперь на загадку дайте отгадку. Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, не белье, а их развешивают. Уши. Его вешают, задирают и всюду суют. Нос. Он бывает в голове, его советуют искать в поле. На него бросают слова и деньги, после чего он свистит в кармане. Ветер. Его рискуешь проглотить. За него тянут. На нем что-то вертится. Его держат за зубами. Язык. Ее толкут в ступе и носят решетом. Набирают в рот, а иногда выходят из нее сухими. Вода. Итак, ребята, я уверена, что вы справились со всеми заданиями лингвистической игротеки. А сегодня на уроке мы ответили на вопросы: как появляются в речи фразеологизмы и какую роль они играют? Чем отличаются фразеологизмы от обычных словосочетаний? Почему говорят, фразеологизмы – это зеркало культуры и истории народа? А сейчас запишите домашнее задание. Параграф 22. И я предлагаю вам выполнить творческую работу. С головы до ног. Запишите фразеологизмы со словами, обозначающими части тела человека. Голова, нос, рот, уши, глаза, руки, ноги. Составьте с ними небольшой шуточный текст. Итак, ребята, мы сегодня не переливали из пустого в порожнее, а работали, не покладая рук. Пора и дух перевести. Спасибо за внимание. До новых встреч!